Родился зайчик в лесу и всего боялся. Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год. И вдруг надоело ему бояться. Крикнул он на весь лес: никого не боюсь, вот не боюсь, нисколько, и все тут. Собрались все зайцы, старые, молодые, все слушают, как хвастается заяц, и ушам своим не верят. Не было еще, чтобы заяц не боялся никого. Эй, ты, косой глаз, ты и волка не боишься? Да что тут долго говорить, если не попадется волк, то я его съем. Ах, какой он смешной заяц, ах, какой он глупый. Волк слышит, что совсем близко кричат зайцы и поминают его. Вот бы хорошо зайчиком закусить. Он начал подкрадываться. Эй, брат, погоди, вот тебя я ищу. Тут язык у хвостуна точно примерз. Заяц увидел глядевшего на него волка. Другие не видели, а он видел. Дальше случилась совсем необыкновенная вещь. Заяц подпрыгнул и упал прямо на волчий лоб. Кубарем прокатился по волчьей спине, перевернулся еще раз и задал такого стрекача, что, кажется, готов был выскочить из собственной кожи. Долго бежал зайчик, пока не выбился из сил. А волк бежал в другую сторону, когда заяц упал на него. Ему показалось, что кто-то в него выстрелил. Остальные зайцы от страха все спрятались. Наконец надоело прятаться и начали понемногу выглядывать. Начали искать. Долго искали и наконец-то нашли. Лежит в ямке под кустиком. А ловко напугал волка наш заяц. Если бы не он, то так не уйти нас живыми. А где же он, наш бесстрашный заяц? Храбрый заяц сразу приободрился, вылез из ямки и сказал: А вы бы как думали, вы трусы? С этого дня храбрый заяц начал сам верить, что действительно никого не боится.